Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Елена Зинатуллина. Экологическое бедствие или природное явление. В ярко-голубой цвет окрасилась вода одного из самых больших в Татарстане карстовых озер в Лаишевском районе. Тревогу забили местные жители. Теперь они боятся купаться и переживают, что может погибнуть фауна. На резонанс в соцсетях и жалобу на портале «Открытая Казань» отреагировали сразу несколько надзорных ведомств. На место выехали экологи и прокуратура. Что показала проверка, знает Юлия Гоголева. Это памятник природы, знаменитое Архиерейское озеро Лаишевского района. Еще несколько дней назад вода здесь была очень чистая, практически прозрачная. Сейчас же такое ощущение, что сюда пролили молоко. Появилась и непонятного происхождения пена. Озеро гибнет. Вот такое чувство у нас. И это тревожно очень. Аксия Чуварова – коренной житель поселка Тарлаши. Говорит, в последнее время с озером творится что-то неладное. Вот сюда же невозможно детей пустить купаться. Они же сразу отравятся. Заполонили соцсети и видеоролики, снятые у озера. Пользователи отмечают ярко-голубой цвет воды, ее мутность. Жалоба также появилась и на портале «Открытая Казань». Экологи отреагировали и приехали к водоему. Пробы воды увезли в лабораторию. Результаты будут готовы через 2 недели. Никакой гибели объектам животного мира пока чисто визуально не принесен. То есть мы не видим ни рыб, ни мертвых, ни птиц, ни других животных. Говорить о том, что какая-то здесь такая катастрофа, пока еще нельзя. Озеро Архиерейское – это все-таки памятник природы является. Вот здесь какие-то сбросы, какие-то химические вещества, они просто не проводятся. Сегодня на озеро приехал и помощник прокурора Лаишевского района. Здесь намерены не только выявить причину таких изменений в водоеме, но и установить виновников. Работа прокуратуры будет строиться в 2 направлениях. Необходимо с Госкомитетом по биоресурсам установить факт причинения вреда окружающей среде. Второе – установить виновных лиц. По мнению экспертов, причина в жаркой погоде и расплодившихся сине-зеленых водорослях. Цветение сине-зеленых водорослей – это проявление проблем загрязнения водоема. То есть это первый звонок о том, что нужно заниматься. Конечно, причина – мы видим застройку вокруг озера. Понятно, что здесь нет централизованной системы канализации. То есть это выгреба, это хозбыт. Хозбыт – это питание для сине-зеленых. Село Тарлаши расположено на берегу одного из самых крупных в Татарстане карстовых озер. Оно активно развивается. Здесь уже около 600 домов. Застройка продолжается. И сегодня жители города и активисты обошли озеро и нашли неизвестный сток отходов. Производство в 1,5 километре от водоема. Специалистам предстоит выяснить, попадают ли сточные воды в озеро. Видео направят в прокуратуру. А жители вместе с экологами будут добиваться расширения охранной территории вокруг озера. По их мнению, это единственный способ, чтобы спасти природный памятник. Юлия Гоголева, Вадим Илларионов, ТНВ, Лаишевский район. В Абхазии ищут туристку из Татарстана, которую унесло бурным течением. Накануне вечером 24-летняя Дарья Манасова упала с моста в реку Гега. По данным местного МЧС, поиски осложняют высокий уровень воды и сильное течение. В высокогорье активно таял снег и прошли сильные дожди. Сейчас спасатели обследуют русло 2 рек – Гега и Бзыбь. В операции задействованы 30 сотрудников МЧС, а также специалисты Рицинского национального парка. Поиски девушки продолжаются как с земли, так и с воздуха. Следком Татарстана сегодня возбудил уголовное дело после гибели в ДТП в Верхнеуслонском районе 15-летнего подростка и 2 девушек. Сразу по 2 статьям – неправомерное завладение автомобилем и нарушение ПДД. Авария случилась накануне на трассе Казань-Ульяновск. 15-летний подросток за рулем «Датсун» на высокой скорости выехал на обочину и опрокинулся в кювет встречной полосы. По данным следствия, компания молодых людей устроила вечеринку в одном из СНТ района. Под утро 5 из них уехали на чужой иномарке. В результате мальчик и 2 девушки погибли, еще 2 госпитализировали в 7-ю горбольницу. У них серьезные травмы. Началось расследование всех деталей трагедии. Допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинские, дактилоскопические, молекулярно-генетические судебные экспертизы. В данный момент следователи провели осмотр места происшествия. Из ДРКБ сегодня выписали еще одного ребенка, который пострадал во время стрельбы в 175-й гимназии 11 мая. Сейчас в больнице остаются еще 2 пациента. Их состояние медики оценивают как стабильное. В федеральных клиниках сейчас лечатся 4 детей и 3 взрослых, сообщает Минздрав.
Прописка есть, квартиры нет. К нам из поселка Мостоотряд номер 3 обратилась Эльвира Гарипова. Их дом, где по соцнайму жили 5 семей, сгорел еще в 2012 году. Он находится на балансе муниципалитета. Через год после пожара исполком Казани признал дом аварийным и непригодным для проживания. Согласно постановлению города, жители должны были обеспечивать жильем. Этот документ у них на руках. Так почему жилья до сих пор нет и в чем причина отказа? Разбиралась Вероника Гайнудинова. Прописка по адресу жилгородок МО 3, дом 10, квартира 5. То есть это находится как раз вот здесь. Эльвира Гарипова прописана в доме, которого нет уже 10 лет. Их дом был построен в 70-е годы, относился к предприятию «Волгамост». В 2011-м его еще 10 таких же передали в муниципалитет, рассказывает женщина. Семьи жили здесь по соцнайму, есть договоры. В январе 2012-го случился пожар в доме, где проживала Эльвира, и жители 5 квартир остались на улице. После пожара обращались в администрацию Московского района, но сказали, что после пожара нет такой программы, пока вас поставить куда-то на учет. В апреле 2013-го этот дом признали аварийным и подлежащим сносу. Вот соответствующее постановление исполкома Казани, подписанное руководителем. Так и написано: администрации Московского района обеспечить снос аварийного дома в 3-месячный срок и предоставить жилье. Как говорят жители, постановление до сих пор не исполнено. Мы до последнего, до 2019 года, мы никаких мер не предпринимали. И вот когда уже эта программа расселения началась, нам сказали, что наш дом не входит в эту программу, так как у него аварийность признана в результате пожара. Дело в том, что все остальные 10 домов, построенные в одно и то же время со сгоревшим зданием, уже расселили. А жителей 10-го дома и соседнего, который тоже сгорел в 2011 году, нет. Так без квартир остались 8 семей. Чтобы узнать причину отказа, мы обратились в исполком Казани. Здесь объяснили, дом не могут включить в программу расселения, так как он признан аварийным из-за пожара. Аварийным жилищным фондом является совокупность жилых помещений, которые признаны аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Таким образом, указанный дом не может быть включен в муниципальную и, соответственно, в республиканскую адресные программы по переселению граждан. Как так получилось, что жители дома, который пострадал больше остальных, не вошли в программу расселения? Получается, не будь пожара, они бы вместе с остальными соседями уже давно отпраздновали новоселье? Ответы на вопросы пытаются найти и юристы. У нас есть 47-е постановление, которым регулируется порядок признания дома аварийным, непригодным для проживания. Такой формулировки, что чтобы дом признали непригодным, не признали вследствие пожара, такой трактовки нигде нет. Эльвира Гарипова в прошлом году обращалась в Ахитовский суд Казани. Тогда ее иск к исполкому не удовлетворили. Решение она обжалует в Верховном суде республики. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. В Татарстане появится первая российская цифровая платформа генетических данных. Проект в пилотном режиме протестируют на базе РКБ. Туда внесут данные пациентов, чтобы в будущем предсказывать возможные патологии и болезни детей. Идею сегодня представили Рустаму Миниханову во время встречи с членами Ассоциации содействия цифровому развитию. Это 5-е заседание, где презентуют полезные IT-разработки. О большой трансформации Салават Мухаммадуллин. Коллеги, всем привет! В зале и онлайн министры, ректоры и представители бизнеса. Задача у всех одна – цифровизация. Цель – до 1 сентября подготовить стратегию цифровизации. Это поручил всем регионам Владимир Путин. Сегодня большая задача поручена Минцифре в целом по республике. То, что ты в республике сделал, это автоматом можно транслировать не только на Россию, вот и Казахстан, и, я думаю, вот и Узбекистан. Сегодня свои проекты по цифровизации представила татарстанская IT-компания. Один из них – создание первой российской цифровой платформы генетических данных. В пилотном режиме идею предлагают реализовать на базе РКБ. Обеспечить нам полную информацию, персонифицированную информацию про пациентов, у которых есть и могут возникнуть соответствующие мутации генов, по которым можем регулировать, чтобы не рождались дети с определенными орфанными заболеваниями, которые позволят на ранних стадиях поставить уже заболевания на генетическом уровне.
Еще один проект – платформа «Своды». Она может помочь в сборе и анализе бюджетной и налоговой отчетности 9000 госучреждений республики. Объединить 3 цифровые платформы в одну предлагают и строительные отрасли. Она соберет всех участников рынка. У нас есть татарстанские компании, великие, хорошие, которые могут делать хорошие продукты и их масштабировать в Российской Федерации. Но прежде чем что-то продать, нужно это где-то показать. Так, Рустам Минниханов обратил внимание татарстанских разработчиков на доступность программ для республики. Будет попроще, и народ потянется. Будет немного подешевле, и народ за тобой пойдет. 100%. Сегодня Татарстан большие задачи ставятся перед Иннополисом, да? Значит, много вещей. Вам надо плотно зайти во все эти программы. По итогам встречи с Ассоциацией содействия цифровому развитию все представленные сегодня проекты Рустам Минниханов поручил взять в работу. Так, с помощью цифры планируется и дальше оптимизировать работу государственных органов и учреждений. Салават Мухаммадуллин, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань. Сегодня президент республики встретился с генеральным директором Вимпелкома Александром Тарбаховым. Они подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Татарстана и компанией. Документ предполагает взаимодействие в сфере развития цифровой экономики. Это информационно-телекоммуникационные технологии, умный город, технологии для повышения качества жизни и безопасности граждан. Классик, которого знают и любят во всем мире. 222 года со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Накануне, в День русского языка, почтить память великого поэта в Казань приехали сотни гостей со всей России. В театре оперы и балета стихи классика читали на разных языках. С праздником гостей поздравил Рустам Минниханов. Репортаж Натальи Мезиной. Так будь в веках прославлен. В день рождения поэта в центре Казани звучат стихи на языках народов мира, романсы и арии из известных опер. У памятника Пушкину собрались десятки гостей со всей России, члены правительства, депутаты, артисты, поэты. Они несут цветы к подножию памятника. Корзину красных роз возлагает Рустам Минниханов. Пушкин откликается в душе всех народов мира, а его строчки цитирует наизусть. «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты». Урну с водой наклонив, об утес ее дева разбила. Дева печально сидит, праздно держа черепок. Люблю тебя, Петра, творение, люблю твой строгий, стройный вид. Мой памятник тронным бевер, он на народ телетуросову мельджи. Мой дядя с самых честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил. И лучше выдумать не мог. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Солнце русской поэзии. Пушкин, он стал еще и солнцем русской музыки. Кантаты и оратории, симфонии и балеты, оперы и, конечно же, романсы. Тысячи произведений всегда с нескончаемыми овациями звучат на мировых сценах. Вот и сегодня в Казанском театре оперы и балета приоткрывает занавес богатое наследие нашего русского языка. Уже 11 лет в день рождения поэта в России празднуется и День русского языка. О сохранении и развитии родных языков в Татарстане говорит Рустам Минниханов. Много веков, живя бок о бок, мы, как никто другой, знаем, насколько дорог родной язык для каждого в нашем Отечестве. В год родных языков и народного единства мы объединили наши усилия в деле сохранения и приумножения духовного достояния народов, проживающих в республике. Президент подчеркивает, искренность и верность высоким идеалам – лучший пример для подрастающего поколения. И в этом помогают учителя. 6 преподавателям республики Рустам Минниханов вручает государственные награды. Учителю русского языка и литературы Фариде Фаритовне Кузнецовой. Чуть более 2 суток в сентябре 1833 года провел в Казани Александр Сергеевич Пушкин. Жизненный путь Пушкина в стихах, спектаклях и музыке показывают на сцене артисты Казанского ТЮЗа, театры оперы и балета, народный хор и коллектив Казанского дома дружбы народов. Масштабность всех этих мероприятий, насколько вовлечено людей, и все с таким воодушевлением принимают в этом участие. Вы знаете, Казань меня покорила. Во все вопросы и к отчизне, и к любви, и к жизни. Вот он кумир. Кумир
Александр Сергеевич Пушкин. Сейчас еще прошло 222 года со дня рождения, не родился второй Пушкин. Именно по силе любви к русскому языку, по этому замечательному вкладу, который он внес после Ломоносова в развитие русского литературного языка. Наталья Мезина, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Памятники Сергею Аксакову и актеру Алексею Баталову, диктанты на языках народов республики и расширение Центра русского фольклора. Об этом в день рождения Александра Пушкина говорили на встрече Рустама Минниханова с активом Русского национально-культурного объединения. Музыкальное приветствие «Духов день». Так встречают Рустама Минниханова в культурном центре имени Пушкина. Здесь располагается Русское национально-культурное объединение. С большими традициями и все время у истоков Луиза Ильдусовна до сегодняшнего дня. У нее воспитанники от самых малых до самых опытных. Это фольклорно-этнографическая студия «Оберег». В этом году она отмечает 30-летие. К большому юбилею при поддержке президента республики коллектив обновился. Мы пошили костюмы, и это костюмы, которые образцы были собраны по разным уголкам Татарстана. От мини-концерта к этнографической выставке «Русский народный костюм Казанского Поволжья». Экспозицию собирали по крупицам в экспедициях по регионам ПФО. Главная цель – сохранение и развитие наследия русского народа. Сочетание современности и традиции мы наблюдаем в работе центра. Усилиями Русского национально-культурного объединения Республики Татарстан он реально стал точкой притяжения творческой энергии молодежи, которая любит русскую культуру и русское слово. Сегодня филиалы объединения работают в 44 муниципалитетах Татарстана. Ирина Александровская поблагодарила президента за поддержку их инициатив. Мы все время чувствуем вашу поддержку, и это окрыляет и дает нам возможность думать о новых проектах. Сейчас активно развивается Центр русского фольклора. Нужно дополнительное помещение, говорят на встрече. Рустам Минниханов поручил рассмотреть вопрос и оказать содействие. Еще один большой проект – «Тотальный диктант». В этом году он объединил почти 20 тысяч татарстанцев. Вы нам дали задание увеличить число участников тотального диктанта. И мы сказали, где-нибудь 10-15, пожалуйста. И мы эту задачу перевыполнили. 19 824 человека очных участников в условиях пандемии. Рустам Минниханов предлагает рассмотреть возможность создания таких диктантов и на других языках народов Татарстана. Большим событием станет открытие бюста русского писателя Сергея Аксакова в Казани. Памятник еще одному выдающемуся деятелю, актеру Алексею Баталову, может появиться в Бугульме. Здесь театр носит его имя. По этой и другим темам поручения президента получили Министерство культуры, образования и столичный исполком. Салават Мухаммадуллин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. В Казани завершился Всероссийский форум татарских религиозных деятелей. За эти 3 дня делегаты работали на дискуссионных площадках, участвовали в пленарном заседании и посетили СГ Болгар-ЖН. В рамках форума Всемирный конгресс обратился к татарскому народу в связи с предстоящей переписью населения. Они отметили, что это важное событие для нашей страны и призвали каждого татарина принять активное участие в переписи и помогать друг другу. Цитата. «Мы получаем сигналы о том, что имеются призывы переписаться по-иному в угоду территориальным, этноконфессиональным или иным особенностям. Тем самым создается угроза единству нашего народа, делению его на отдельные группы. Предстоящая перепись впервые будет проходить в электронном формате. Это дает возможность внести свои данные о семье без посредников. Поэтому для каждого из нас важно непосредственно участвовать в электронном формате переписи», говорится в обращении. Сегодня в Казань прибыл глава Саха-Якутии Айсен Николаев. В международном аэропорту гостя встретил Рустам Минниханов. Предполагается, что делегация из Республики Саха пройдет интенсив по изучению лучших практик Татарстана в госуправлении. Напомним, сегодня в Татарстане начались Дни Якутии. Ровно 5 дней гости из самого большого региона России будут удивлять жителей республики своими самобытной культурой и современными достижениями. Торжественное открытие Дней Якутии в Татарстане состоится завтра на площади перед театром Камала. Что обсудили и показали уже сегодня. О строганине, которая может появиться на татарстанских прилавках, и уникальном якутском опыте в IT расскажет Рамиль Шайдуллин.
Этот якутский варган или хомус мастер Ариан Афанасьев подготовил специально к визиту в Татарстан. Мелодию, которую он играет, тоже. Я Татарстана обряд сделал сам по себе. Вот так. Чтобы было все чисто, все хорошо. Так, с открытой душой делегация из Якутии сегодня начинает неделю их республики в Татарстане. Привезли все самое лучшее и известное. Вот украшения, якутские алмазы и золото. Татарские женщины очень красивые, и им очень идут наши национальные украшения. А вот ценный якутский мех. Такую одежду носят и сами, ценят и татарстанские модницы. Мне кажется, я туда доеду не скоро, и доеду ли, все-таки не так близко. И очень классно, что приехали сегодня. Есть такая возможность соприкоснуться, прочувствовать культуру прям лично. И даже попробовать Якутию на вкус. Сюда привезли традиционные блюда. Конечно, хотелось бы, чтобы мы могли это представить на татарстанском рынке не в виде только недели, да, когда мы это все презентуем, но и на постоянной основе. В Якутию дороги всегда открыты, говорят гости, презентуя свой туристический потенциал. И, конечно, у нас вот кузнечное вот дело, да. Одним словом, Якутия сегодня может предложить целый спектр развлечений, начиная от традиционных, знакомства с укладом коренных жителей и заканчивая посещением крупных промышленных объектов. Промышленный туризм, конечно, связан, безусловно, с техникой безопасности, то есть вряд ли он когда-нибудь станет классическим музеем, но, тем не менее, мы готовы, у нас все для этого есть. Тем более, что ученые двух республик ездят друг к другу не первый десяток лет, сотрудничают по вопросам языка и культуры. Сегодня они собрались в КФУ за круглым столом, чтобы подписать соглашение между институтами развития регионов. От этого круглого стола мы тоже ожидаем, конечно, дальнейшего сотрудничества, углубления сотрудничества. А на выставке Saha Innovation в Казанском IT-парке о сотрудничестве говорили представители мира высоких технологий. Договоренностей много, будем разговаривать и с КАМАЗом, и с Иннополисом. Есть где развернуться, татарский рынок B2B, B2G очень огромный. Мы очень надеемся, что наши разработки тоже пригодятся жителям Татарстана и их предприятиям. Эти дни для нас они очень познавательные. Я благодарен всей делегации, понимая, какой долгий путь вы проделали. Уже завтра Рустам Минниханов встретится с главой Якутии Айсеном Николаевым. В Казани стартует межрегиональный форум «Якутия-Татарстан». Рамиль Шайдуллин, Ильнар Хузяхметов, Адель Дубаев, ТНВ, Казань. Татарстан посетила Сардана Авксентьева, бывший мэр города Якутск. В татарстанском штабе партии «Новые люди» прошла ее встреча с активистами. Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева решил баллотироваться в Госдуму от партии «Новые люди». Известный политик начала свою работу с поездок по России, чтобы составить избирательную программу. Мы в Татарстане, конечно, не первый раз. И любим сюда приезжать, потому что уникальная атмосфера, прекрасная природа, ну и, конечно, люди. В Казани приятно находиться. Инфраструктура, благоустройство Казани гораздо лучше, чем во многих городах. Это прекрасный город. На встрече с активистами партии «Новые люди» Сардана Авксентьева обсудила вопросы местного самоуправления и выдвижения партийных кандидатов на сентябрьские выборы в Госдуму. Конечно, Татарстан своим великолепием являет мощь и силу многонационального государства. И поэтому роль Татарстана для России, она, конечно, очень высока, очень значима. Как она отмечает, партия «Новые люди» выступает за предоставление больших полномочий регионам и усиление их самостоятельности. На берегу городского озера альметьевцы высадили саженцы триплоидной осины. 2 года назад компания «Татнефть» начала строить уникальные биолаборатории, где школьники учатся выращивать растения. Такие биоклассы компания открыла в 6 населенных пунктах юго-востока республики. Это уникальная биолаборатория в первой гимназии Альметьевска. Здесь ученики выращивают растения. Большая часть посадочного материала – триплоидная осина. Делаем лунки. Открывать школьные биолаборатории компания «Татнефть» начала 2 года назад. Обучение в таких классах пробуждает в ребятах интерес к биологии и чувство экологической ответственности. Эту партию саженцев высадили на территории городского озера. Компания «Татнефть» поставила себе задачу максимально больше посадить лесонасаждений. Ну и самое важное, что вот эти вот саженцы, они выращены нашими детьми
наших гимназиях. В акции участвовали руководители предприятий города, нефтяники и школьники. Это мое первое дерево, которое я посадила. Я вообще под большим впечатлением. Этот проект даст возможность заработать школьникам. Компания «Татнефть» планирует покупать саженцы для реализации своих экологических программ. Презентовали сегодня и новую систему экомониторинга. На платформе зачистыальметьевск.рф жители онлайн могут следить за состоянием воздуха в городе. Филюза Хамидуллина, Ирек Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. А на этом пока все. Всего доброго и до встречи в следующих выпусках. Здравствуйте! О погоде на 8 июня чуть позже. Не откладывайте заказ в вашей новой кухне. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца июня доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2-167-166. Готовые квартиры в Иннополисе от 3 миллионов 950 тысяч рублей. Заезжай и живи. Мебель и бытовая техника в подарок. Осталось всего 15 квартир. Подробности на сайте jkunicum.ru и по телефону 556 59. Успей купить квартиру в самом инновационном городе России. Купить квартиру в Иннополисе? Сейчас это возможно. Квартиры формата «Заезжай и живи» от 3 миллионов 950 тысяч рублей. Торопитесь, осталось всего 15 квартир. Звоните 500 56 59, сайт jkunicum.ru. В Татарстане очень тепло. Ветер стих, атмосферное давление в норме, солнце яркое. И по данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево переменная облачность, без осадков и плюс 26. Тепло и без осадков и в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Ночная температура тоже стала выше. Жители севера Татарстана ожидает прекрасная летняя погода, без осадков и порывистого ветра. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси синоптики также осадков не обещают. Будет солнечно и тепло, плюс 24. На юго-западе, в Болгаре, Држаном, Буинске прекрасная комфортная погода, без дождей и шквалистого ветра. В центральных районах, Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше переменная облачность, будет тепло и сухо. Июнь продолжает радовать прекрасной погодой, но в последующие дни местами пройдут дожди. Сезонная аллергия может омрачить радость от наступления весны и лета. Благир-3 – европейский препарат от аллергии. Таблетка Благир моментально растворяется во рту и помогает устранить основные симптомы аллергии – заложенность носа и слезоточение, зуд и отек. Действует в течение суток. У меня артроз. Протез, хоть и дорогой, не приживался. Так я попала в «Доктор Ост». Даже при тяжелых формах артоза сустав еще можно сохранить с помощью инъекции нового поколения. Жаль, поздно попала в «Доктор Ост». Были бы оба сустава целы. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. О погоде в столице. 8 июня в Казани будет ясно и без осадков. Ночью плюс 15, а днем 26 градусов выше нуля. Ветер восточный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы, влажность воздуха 53%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. И еще одна интересная информация. Большой выбор садовых цветов в ДК «Химиков» с 8 по 9 июня 2021 года с 10 до 18 часов. О погоде все. Всего доброго и до свидания.